Доброго времени суток, уважаемые посетители сайта Nocta. Это программа Nocta Life, я ведущий Михаил Срикеле. Как вы знаете, мы в этом году проводим спецвыпуск Nocta Life, посвященный 25-летию с момента принятия закона об особом правовом статусе Гагаузии и Гагаузии. Как вы знаете, закон был принят 23 декабря 1994 года. Сегодня в этом году исполняется ровно 25 лет с той знаменательной даты. Мы в этой студии общаемся с различными участниками этого процесса, тех важных для Гагаузии, для Республики Молдова дней. В первой передаче мы говорили с Леонидом Добровым и Федором Тодором Мариноглу. Сегодня я предлагаю поговорить с людьми, которые в тот момент занимали должность депутатов Верховного Совета. Это господин Владимир Капанжи из Чодерлунги. Владимир Ильич, здравствуйте и добро пожаловать в программу Nocta Life. И Константин Петрович Таушамжи, тоже депутат Верховного Совета МССР. Константин Петрович, здравствуйте и добро пожаловать. Здравствуйте. Ну что, я поздравляю вас с этой знаменательной датой. Я так понимаю, вы Спасибо. были в гуще событий. Спасибо. И принимали непосредственное участие в тех важных и знаменательных днях. Я бы хотел сосредоточиться на периоде, который касался, скажем так, принятия закона. Уже после объявления Гагаузской республики 19 августа 1990 года, съезд депутатов всех уровней. Я так понимаю, вы тоже принимали в этом участие. Или вы принимали, вы не принимали. Вы сейчас расскажете, кто принимал, кто не принимал. Все принимали. Все принимали в этом участие. Вот меня интересует вопрос, когда уже стало понятно, что нужно искать выход из ситуации для урегулирования конфликта. Как в этот период гагаузский вопрос воспринимался политической элитой Кишинева? Во-первых, я хочу поблагодарить, Михаил, тебя за эту передачу. Все дело в том, что то, что было 25 лет назад, забывается. Почему-то принято не поднимать эти вопросы, какая борьба шла. Кроме этого, никто не пишет, никто не говорит, что какая внутригагаузская борьба шла между Гагаузской республикой, независимо от Молдовы, как и Приднестровье, и вариантом Гагаузии и Гагаузия в составе Молдовы, то, что мы с Владимиром придерживались этих позиций. Поэтому я рад, что вы нас пригласили, и нам есть что говорить. Ну, пока живы и здоровы, есть что говорить, потому что есть другой момент, искажается история. Несколько книг вышло, я не хочу назвать этих авторов, искажает истории, как все это было. Мы живы и здоровы сегодня, мы можем об этом рассказать. В этом и заключается наша задача, чтобы рассказывать или помочь тем, кто знает и помнит, как это все происходило, донести до жителей Гагаузии, потому что это важная часть нашей истории. Конечно, я надеюсь на то, что будут написаны книги, и люди, которые еще живы, отразят свои воспоминания в этих книгах для будущих поколений. Но сегодня давайте вспомним, как это происходило тогда. Провозглашена Гагаузская республика. Каким образом искали выходы из этой ситуации? Понимали, хотели на самом деле быть независимы или понимали, что независимость невозможна? Господин Капанжи. Константин Петрович к тому времени уже был депутатом, когда провозгласили. Значит, меня Снегур попросил, сказал, такого человека, как премьер-министр, министр обороны Косташ, и Рожку интересует кровь. У вас свои есть радикалы, у нас свои радикалы, их интересует кровь. И в крови они ищут себе славы. А нам нужно было, во что бы то ни стало, в свое время Константин Петрович меня поддержал, мы свергли друга, потому что при нем никак нельзя было искать точных соприкосновений. Вообще, надо понимать, что на Молдову независимость свалилась как дар Божий. Они, как показала история, политическая элита не существовала. Существовали советские и партийные работники, которые знали узкий круг своей работы, и дальше они ничего не представляли. Среди молдаван и среди нас, гагаузов, были люди, которые немножко шире видели проблему. Потому что, представьте себе, вот 90-й год, да, еще существует СССР, и столкновения, массовые столкновения народов между собой. Москва не могла его предупредить, а мне кажется, что Москве это было выгодно для того, чтобы осадить молдаван. Ну хорошо, скажите, ну осадили бы они молдаван, пролилась бы кровь, от этого молдаване перестали бы быть молдаванами?
Или гагаузы перестали быть гагаузами? Это бы вызвало ненависть нашу к Москве. Москва это не понимала. А потом Ельцинская Россия нас не поддерживала. Мы не имели никакой поддержки. Теперь он был командующий обороны Гагаузской республики. Я был его заместителем. Константин Петрович, вы имеете? Да, он был командующий обороны Гагаузской республики. Мы со Снегуром договорились, что если правых оставить столкнуться, это будет кровопролитие. Мы между ним, он знал об этом, он сделал вид, что он по девушкам пошел и так далее. Я шучу, конечно. Вот. Ночью он дал мне машину, я поехал. На ней шофер испугался. Там, где написано Гагаузия, он сказал, я дальше не еду. Стреляли наши разведчики, и стреляли ихние. Но пьяные мы были, что те, что те. Они даже не понимали, что они делают. И мне пришлось пройти расстояние, там где Гагаузия, до машины Снегура, которая была возле Чукур-Минжера. Вы сейчас говорите про поход волонтеров, да? А? Про поход волонтеров. Конечно. Я туда дохожу до машины, но почувствовал облегчение. Не застрелили, потому что и у тех были штрассерные пули. Значит, и те как-то готовились. Но я понимаю, нам помогла дивизия воздушно-десантная. С Болграда. Одна из лучших советских воздушно-десантных дивизий. Но им-то помогла Румыния. Трассеров у молдавской милиции не было. И никаких вооруженных частей у Молдовы не было. Значит, им помогли румыны. В том числе и короткоствольными автоматами. Так послушайте сюда. Ночью в 5 часов утра я проезжаю, подхожу к машине, вернее дохожу. Знаете, сколько раз я думал убьют? Ну, молился. Шел и молился. Меня Бог спас. Пришел какой-то пьяный молдаван, взял и выстрелил всю очередь возле моего уха. Извините, я, конечно, уписался. Вот. Сел в машину, поехал к господину исполком, Чемишлийский райисполком, там был Снегур. Мы подписали соглашение об отводе формирований молдавских на 2 километра и гагаузских формирований на 2 километра. Тут же сел Шаталин со своими вертолетами, продвинули кабель, на каждый километр поставили по одному миротворцу, и вот так закончилось то, что хотели в Москве, что хотели в Бухаресте, некоторые круги и у нас. Запомните, это было революционное время. Революционное время предполагает радикальные. Я понимаю. Ваша версия, господин Константин Петрович. Наша версия во многом сходится, ибо это все мы помним, все мы были непосредственно участниками. Один момент, когда родилась идея, вот вы задали вопрос, как отрегулировали мы этот вопрос. А вопрос мы отрегулировали, когда двигались волонтеры сюда. И у нас внутри, я вам скажу следующее, 25 лет я молчал. Я ни разу не говорил, я не мог тогда говорить, о чем мы с Снегуром говорили там. Вы можете представить, что в конце концов мы не могли, он прав, управлять с нашими. Они сами стреляли. Снегур тоже не мог управлять, но мы уже договорились. Сначала Хадырка, у меня переговоры шли с Хадырка. Я вам скажу, почему мне удалось убедить Хадырка. Мы с самого начала были антикоммунистами. И он Хадырка? Он с Хадыркой. А погоду все делал Молдова Хадырка. Народный фонд возглавлял и он Хадырка. Вот. Снегур много зависел от него, потому что он как ведущий, как в Гагаузии был Добров, он был там. Поэтому моя задача была поехать туда, что бы ни было, что бы ни стало. Нужно было остановить, потому что явно нас подставили. Капан же прав. Нам подставила нас и Москва, и Евросоюз, все ушли. Те бронетранспорты, которые дали, ушли, а потом нам говорят, мы дадим вам оружие, мы дадим вам денег. Так было, сейчас я могу говорить, тогда я не мог об этом говорить. Кто вам сказал это? Кто нам сказал? Что так было? дело, но целый самосвал Те, автоматами. которые получили по 20 миллионов рублей в Москве. Целыми автоматами из Приднестровья, автоматы у нас были, и деньги давали на это, чтобы пошел этот конфликт. Вы понимаете, в чем дело? Мы поняли, в частности, я уже окончательно ночью не спал, что бы ни сделал, надо спасти наших парней. Надо этого не допустить. Надо, во что бы ни стало, надо поехать в Чемишли, надо начинать переговоры. Я начал напрямую, мой водитель помнит очень хорошо. Недавно он написал свои мемуары, свои воспоминания тоже. Вы тогда были председателем райисполкома? Я председатель райисполкома. Я, конечно... Фактически председатель исполнительной власти в Да, Гагаузии. на меня обижался и Топал. Я же не первое лицо, я третье лицо. Первое президент Гагаузской Топал,
И второе лицо Но Киндигеля. Временный комитет всего- избрал вас командующим обороны а, Гагаузской республики. а мне попалось все вот это разгребать нужно было. Вы понимаете? И что характерно, я могу сейчас сказать, благодарность в адрес Снегура. Вы понимаете, настолько я смотрел, это обыкновенный мужик, это не хитрый политик, мужик. Он чувствует, что мы будем отвечать за все, если прольется кровь с той и с другой стороны. Он уже понял. Мы Да, даже да, с тобой говорили, что ру- надо бить ему на то, что ответишь за кровь. Да, и мы пожали руки друг друга, а как он это сделает? Как он сейчас назад скажет? Как? При мне он набирает Рыжкова, внутренние войска МВД, потому что мы не можем ничего сделать оттуда. Мирча друг очень и Косташ, они явно ведут этих, а Снегур не может их остановить. Поэтому мы договорились. Он не мог подписать ни один документ, я тоже не мог подписать. Я от имени всей Гагаузии говорю. Я подписал. Не на словах. Почему мы не могли тогда оставить какой-то документ? Потому что теперь, когда он связался с Рыжковым, что вот мы с Гагаузом, председатель райисполкома Шанжи, договорились, все, значит, пожали руки друг друга, а теперь нужно, кто-то должен выйти с обращением к народу, что достигнута договоренность. Кто выйдет к народу? Мы вместо Георгия Михалакой пишем содержание. Я помню, первое обращение, как мы напишем? У него рука дрожит, у меня дрожит. Я взял карандаш и пишем. Как мы сейчас народу скажем, всем молдаванам и гагаузам? Первое из телевидения, какое слово? Тогда Советский Союз, 90-й год, товарищи. Нет, товарищи не... Сограждане. Давай сограждане. А мы решили, а как верующие говорят? Говорят, братья и сестры. Давай начинаем. Уважаемые братья и сестры. Первый я написал. И это обращение должен читать Снегур. Звонит Снегур, он заболел, он телевидение не может, Тавшанжи пусть читает это обращение. А теперь, вчера мы были врагами, хотим воевать, а кто-то должен сказать братья и сестры. Я думаю, бог с ним, я выхожу в телевидение, я тогда обратился населению. Люди спали в райисполкоме, в коридорах. И когда я приехал в этот кинотеатр, столько народу собралось. К чему я говорю? Уважаемые телезрители, уважаемые наши сограждане, кто бы ни говорил, что там было на юге Молдовы, мы вышли победителями. Я сегодня говорю те слова, которые тогда. Выиграли и молдаване, и гагаузы. Мы не дали нас подставлять. Мы не дали, Горбачев играл в двойную игру. Ты знаешь, Владимир, как он играл в двойную игру? Ты ездил в Москву. Постоянно. И пустыми вы приехали оттуда. Такая двойная игра из Запада была. Но мы обыграли. Я вам скажу, я благодарность хочу выразить Доброву. Никто не может меня понять, а я не могу сказать всем. Представляешь, Михаил, у нас была Гагаузская республика, я тебе говорю, уважаемый Гагаuz, теперь уже не Гагаузская республика будет, а мы будем в составе Молдавии. Кто меня понял бы? Меня засвистали бы. Но я не должен был говорить договоренность, какая была с Снегуром. А Снегур мне в ответ говорит, ну хорошо, в автономии в составе, а вы, Мирча Иванович, нас поддержите. Он сдержал свое слово. Я своим указом дам вам автономию. Я помню. Вот с этого и началось. Хорошо. Своим указом он сказал, что даст автономию. Это уже, я так понимаю, ближе к 94 году. Да, он сдержал слово. Но вот с этого момента, когда... Нет, при подписывании. В 90-м там году. было написано Тавшамчи, командующий обороной Гагаузской республики. Это когда было... А я поставил 90-й год. Поход волонтеров. Вот Да, поход. этот кризисный момент, поход волонтеров. После его преодолели. С этим все понятно. Дальше нужно как-то сосуществовать. Здесь существует Гагаузская республика. Там после этого была провозглашена независимость Республики Молдова. Вы, в том числе, я так понимаю, были в Верховном Совете и голосовали за независимость Республики Молдова. Вот меня интересует момент... Стоп. Простите, господин Сергей, тут одна есть такая вещь. Не забывайте, в 92 году экспансионистские круги Молдовы предприняли попытку на Приднестровье, где я бы сейчас не хотел, не хотел это говорить... 92 год. Не, Они поняли, что гагаузы в тылу, и гагаузам нужно будет давать автономию. 91-й, давай докачем 91-м году. Когда появилась идея урегулирования гагаузского вопроса в виде особого правового статуса? Вы открываете книгу Михаила Киндигеляна, открываете, и начинается критика против тех, которые предложили эту идею. Кто ее предложил? Я читая эту книгу, вот думаю, столько, значит, эта идея возникла. Если у вас была встреча с Добровым и Мариноглу, они, видимо, осветили это в апреле 91 года. С этого Володя помнит, с этой идеей я, как депутат парламента, выхожу в парламент, Михаил, что не Гагаузская республика, мы предлагаем компромисс.
Автономно-территориальное образование Гагаузии в составе Молдовы — это нечто новое. Даже не все, даже Мариногла. Гагаузского народа в составе страны. Мы даже не говорили Республика Молдова. Да. Вы представляете, что началось после этого? Какая травля пошла? Слушайте, мы уже оружие взяли. Я предатель, он предатель. Нас посчитали за предателя. Было бы то, что было в Донецке сейчас. Была бы настоящая война, если бы не сделали этого. Вы понимаете? Вот эти горячие головы в Камрате, которые имели оружие, я говорю, имели не только оружие, я не хочу по фамилии назвать, кто они. Неудобно сейчас назвать, которые никакой. Читайте в книге Кендигеляна, вы найдете, как нас критиковали за этот проект. Берут Каракаша, полностью разбомбили нас, что добро и Таушенжи проект это сочинили сами, никакой проект. У нас есть Гагаузская республика, как есть Приднестровская. Слушай, дорогой Каракаш, дорогой Тапузло, один сидит в Одессе, другой сидит в Кишиневе. Губогло еще сидит в Москве. Ни один из ученых, Михаил, не пришли умные головы. Давайте делайте, чтобы у вас кровь не пролит. Давайте. Нет, оттуда поджучивает Гагаузов. Не бойтесь молдаван. Ахрамеев приехал. Володя, ты помнишь Ахрамеева? Конечно. Ахрамеев, генерал, пришел, взял перед кинотеатром. Вы не бойтесь молдаван. Что молдаван такие же колхозники? Я вот думал, при чем тут... Есть Мирча-Друг, есть Косташ, одиозные личности. И я потом пришлось у меня сорвать микрофон у Ахрамеева. Дайте Гагаузам решать. Бенузан говорит, я тогда увидел о том, что кроме нас никому... То есть дайте Гагаузам решать свою собственную судьбу. Конечно. Хотят жить с молдаванами, пусть живут вместе. Конечно. Это не ваше дело. Чувствуется профессор. Говорит, что я буду много говорить. Помимо депутатов из Гагаузии, кем еще этот закон продвигался в парламенте? Была ли поддержка от других депутатов других фракций? Значит, послушайте внимательно. Да. Значит, начали мы с того, и он, и я. С кем можно говорить? С крайними, пусть говорят крайние, но где-нибудь на Луне. Мы поняли одно. Среди молдаван извешенные политики, уже понимающие. И среди гагаузов есть понимающие политики. То есть люди, будем говорить так, тогда мы говорили так, левые радикалы, правые радикалы и центристы. Мы с Константином Петровичем считали себя центристами и считали здравомыслящие, мы так называли себя. Здравомыслящие мы нашли среди председателей колхозов. Мы его называли Болото. Я его потом из-за экономических подсказок Константина Петровича назвал его красные феодалы. Но это уже было потом, когда принималось решение. Мы начали, а они более 100 человек. Они самая мощная группировка. Это были аграрии. И мы с ними стали вести переговоры. Вот. Через Мацпана, руководителя их. Потом стали подключать. Потом свергли этого самого. Появился Сангели. А Сангели был выдвижение с аграрии. Премьер-министр. Свердлидрука вы имеете в виду, да? Да, Свердлидрука. В том числе он, знает, что я возглавлял его и сказал ему, товарищ Ленин про таких, как он сказал, товарищ Сталин и товарищ Друг имеют такой характер, который грозит многими бедами. Поэтому лучше нам обойтись без них. Товарищ Сталин не сумел обойтись без товарища Сталина, и кровь была. А мы обошлись без Друга. При первом же голосовании мы его свергли. И пришел ставленник агрария Андрей Николаевич Сангели. Он прибрал потихонечку прибрал даже между ними, а потом появился еще и Лучинский. Он был исполнителем, Сангели был исполнителем. Он ничего не генерировал. Имел он свою точку. Генерировал. То есть вы опирались на председателей колхозов, которые в тот момент представляли, скажем так, 100 человек в Верховном Совете. Даже больше. Даже больше. Ваша версия? Дело в том, что совершенно были ключевые люди, которые делали. Это Ион Хазенко. С ними мы работаем. Потом одиозный Мирча-Друг, который организовал. Потом был Косташ, который вместе с автоматчиками заняли Камрат, вы помните, 29-го. Это отдельная страница у себя в своей книге, я сейчас все это расписываю. Косташ. Дело в том, что, Михаил, я хочу, чтобы кроме того, что мы сейчас говорим, есть документы.
Вот вы хотите, с чего это началось? Я советую вам, молодому человеку, всем открывайте документы. Есть газеты Доброва. Это было в апреле 91 году. Идея новая. То, что мы сегодня имеем Гагаузия, Гагаузия, Гагаузия. Мы все время думали, чтобы не было. Снегур тогда делает, Это чтобы не было опубликовано было в этой республики. газете Гагаузия? Да, Конечно. И мы думали, как его называть. Давай, если республика, опять же, давай внутри поставим как республика, а назовем его образование, АТО. Молдаване нам Гагаузия, задают вопрос, как- что такое Гагаузия? Да. Это место обитания гагаузов. А на самом деле юридически Значит, это означает земля гагаузов. Я хочу историкам, которые сегодня искажают историю, поднимите документы. Леонид Добров издал газету «Одноименная Гагаузия». И там этот проект полностью расписан. Там же, в этих же газетах, в этих же публикациях против этого проекта. Люди, ну, надо знать, кто выступал против. Который, нет, мы сохраним Гагаузскую республику. Вот. Поэтому я считаю, что, еще раз я хочу сказать, когда встречаемся, мы ветераны, не только с Володей, со всеми мы встречаемся. У меня, знаете, какие мысли? Я благодарю Всевышнего. Ведь нас бы не стало бы. Эти 70 тысяч, которые окружили наших 40 тысяч или 30 тысяч, которые стояли в обороне, через нас половина прошли, от них. мы имели бы похлеще, чем Карабах. Я это молю Бога о том, чтобы все-таки мы пожали руки тогда, и мы остановили. В Это Одесской самая области большая были бы ценность. палатки Да, да. гагаузов, и как палестинцы Да. все ждали бы решения гагаузского Совершенно вопроса. верно. И мы сохранили наших людей. Поэтому партия войны проиграла. Я могу пофамильно назвать их. Партия мира победила. Партия мира вместе со мной, вместе с Володей, вместе с людьми, вместе с Негуром, вместе Георгий Михалакой, который вместе Георгий. Достаточно Михаил, взвешенных людей было. Люди, которые были, или Дмитрий Пунтя первым, который позвонил мне в Камрад, хотим встретиться. Супер, я еду, я закрыл глаза, и мы едем навстречу. Поэтому я все-таки благодарю Бога Всевышнему, что это большая победа. Ты задай вопрос, все ли выиграли от автономии? Я жду вопрос от тебя, Михаил. А я отвечу Этот на этот вопрос мы зададим в конце. Подождите, впереди 92-й год. Я настаиваю. Кому повезло? Значит, когда провозгласилась независимая республика Молдова, в 92 году появились посольства Турции, Соединенных Штатов Америки, Консульство. появилась Германии, еще представительства появились. Вы понимаете, в чем дело? Вот потом они потихонечку проводили беседу с ним, со мной, Да. с молдаванами. И они с радикалами вообще не общались. Послушайте. Ну, потому что нужно Они все обсудить общались с ними. вот с такими людьми. И, кроме того, американцы сказали так. Когда я был в Америке, он говорит, я был в Америке. Был в Америке и выступал был. в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки. Был. И я сказал, Соединенные Штаты Америки, вы поставили себе всем людям, кто жаждет свободы, вот американский континент, переплывайте океан и будете свободны. Так легче вам переплыть океан и дать маленькому гагаузскому народу свободу. У себя дома. Да. Какова роль была Мирчи Снегура, который был президентом в тот момент, и председателя парламента Петра Лучинского в принятии закона об особом правовом статусе? Петра Лучинского, такого президента я не помню. Я его не знаю. Был один президент. Нет, Которым председатель парламента был тогда. председатель парламента, да. Потом он стал и Их было трое, они друг с другом не президентом, разговаривали. президентом. Они руководили страной так, что Михаил. ни президент, ни председатель парламента и ни премьер-министр друг с другом не разговаривали. Александр Петрович. Я несколько раз повторил одно и то же. И сейчас хочу, как отче наш, повторить о том, что благодаря Снегуру у нас состоялась наша автономия. Вы же помните, Володя хорошо помнит, когда большинство не хотели признать проект Гагаузии. Что сказал Снегур в конце? Если вы сейчас не проголосуете, потому что я аграрником, не все аграрники поддержали, тогда я своим указом. Я благодарю Снегура, мы имеем автономию благодаря Снегуру. Еще один, университет. Ведь сегодня есть университет, никто не знает, как получился этот университет. Не было бы Доброва в Камрате, не было бы сегодня университета. Я с точностью это хочу повторить. Вот те, которые сегодня работают в университете, и те не знают. Потому что именно тогда Снегуру пришлось это... Хорошо, вы говорите, что лично Снегур продавил, но закон-то принимал парламент. Да. Ну, естественно. Под давлением. Под давлением Снегура. Выступали же за это Конечно. и Тавшемчи, и Капанжи.
И тогда в парламенте Но вы тогда уже в первом Народный фронт в парламенте, который... большинства не имел. Там были аграрии в большинстве. Аграрии, присоединились коммунисты к этим самым нормальным точкам зрения. И получилось, будем говорить, здравомыслящее большинство. И сколько бы Народный фронт не орал, мы поняли, что шаг за шагом мы идем в правильном направлении. И все время, и чтобы вы знали, из внешних сил пьяной ельцинской России Гагаузия была ни к чему. А после войны в Приднестровье их интересовало только Приднестровье. А нас вообще и забыли. Вот это тоже правда. Я вам скажу, многие говорят, а почему Приднестровье отдельно, а мы не отдельно? Владимир прав. Мы одни остались. Люди сидели без зарплаты. Люди не могли поехать на лечение. Ты можешь представить, у нас же нужно на операции поехать. Нет, блоки закрыты, нет, мы закрыты. Были некоторые горячие головы у нас в Гагаузии, безделязом Молдова. Ну как это так? Нужно было, значит, защищать этих людей. Поэтому я считаю, что мы тогда поступили верно. Хроники отмечают, скажем так, непосредственное участие президента Турции Сулеймана Демиреля в переговорах в Кишиневе. Да, и отмечают, что и тот его исторический визит в Камрад. Кишинев и в Камрад. Да, часто называют ключевым моментом становления гагаузской автономии. Встречались ли вы с турецким лидером? Вы и вы. Да, Пушкаша визит был пустой. И известно ли вам, о чем он говорил с руководством Республики Молдова тогда? Я должен сказать сейчас вещи, которые нигде не были в прессе. Кто бы что бы ни говорил. Когда говорят мирное решение гагаузское, это была совокупность всех. И первым была одна нота в Турции, Румынии, румынская, что мы сожалеем, что происходит на юге. Это был намек румынской стороне, что наши братья там в Гагаузии каким-то образом решают. Кроме этого, он очень тонкий политик, Демирель. Кроме этого, он послал нам такого консула, Володя знает, Эндер Арата. Я вам скажу, учитель. Полковник турецкой КГБ МИТа. Но он настолько четко, настолько он вошел в историю, нашей истории, что я считаю, что 4 раза Демирель приехал. Мы от него не выходили. Памятник Демиреля, то, что мы поставили даже при жизни, должен быть там. Ну почему Валерий Залович... Он живой еще, Костя, он наш годок. Эндер Арат наш годок. Да, Эндер Арат наш годок. Эндер Арат, да, живой. Но мы говорим о Демиреле, вопрос о том, что Демирель сыграл ключевую роль, как никто с турецкой стороны. Хорошо, известно ли вам, о чем они говорили с руководством Республики Молдова? Я не знаю, что было, но единственное, есть один вопрос, она выходит на поверхность. Это два друга. Они подружились с Снегуром. Снегур всегда отдыхал в Турции, после этого, будучи президентом. Поэтому, когда приезжал Демирель, там приезжал и Снегур. Снегур, не будучи еще президентом, опять приехал вместе с Демирелем. Не будучи там, уже президентом. Да, не будучи уже президентом, да. Поэтому это два друга. То есть Демирель повлиял. Что не говорим, Демирель повлиял. В отличие от России, как Ельцинская Россия. Константин Иванович, можно поправочки некоторые? Петрович. Демирель был премьер-министр. Президентом был знаменитый Тургут Озал, экономист, ваш коллега, величайший школы повешенного Мендереса. Это турецкая рыночная экономика. Понятно. Слушайте меня внимательно. И когда мы были вдвоем с председателем парламента, мы были... Пушкаш? Нет, председатель парламента. Умер он недавно, ну. Профессор. Мацпан? Машан. 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 Мы поехали с ним, а он даже понятия не имел, что такое протокол. С него сняли шляпу, забрали вещи. Я говорю, идите сквозь строй почетного, а Джандрук был председатель Бюджета. Все понятно. Володя, слушай, дальше. Давайте не переходим на личности. Сегодня задали вопрос Я о Демиреле. лично говорил с господином президентом, так, чтобы не знал Машан. Значит, Володя. Турки обеспечили это. Они говорят так. Turgut Özal показал на себя. Ben çok isterim olsun orta Türk dili. Bazası Türk Oğuzların dili. Так, Владимир. И потом с этого началось давление турков на Молдову. Володя. Дадим, поможем и так далее. Кроме этого, американская точка зрения возобладала. Они сказали так. Пойдете на решение гагаузского вопроса, а вы знаете, 94 год, это Балканские войны и так далее, и так далее. Нужно было американцам мирная победа на территории Европы.
Володя, Владимир, дайте я остановлю вас немножко. Вы за 25 лет мало изменились, также активны. Вопрос задан не с кем ты встречался в Турции, вопрос задан роль Демиреля. Я еще раз говорю, никто так активно, никто так знаково не повлиял, как Демирель. Ну, хорошо, давайте, пожалуйста. Он 4 раза приехал. Из международных лидеров... Только он 4 раза был. Из международных лидеров... Задали вопрос. Ну, задали вопрос о Демиреле. Господа, возвращаясь немножко к 80-м годам, да, мы знаем, что в Камрате было движение Гагауз Халкы. Но это было камрадское движение Гагауз Халкы поначалу. Это вы для чего ретроспективу делаете? Я просто хочу понять, как развивались эти же процессы по возрождению национального самосознания у гагаузов в Чодырлунге. Как это происходило в Чодырлунге? Проявлялось ли там такие же процессы, как и здесь? Или кто руководил этими процессами в Чодырлунге? Слушайте, начиналось в Чодырлунге с меня. Я вам сразу скажу, мы пошли в вечернюю школу, прятались мы от КГБ. Ну, конечно, там были в основном у нас чодырлунцы почему-то решили, что лучше быть радикалами. Но у нас было достаточно и трезвых голов, в том же Кройтер и так далее, но они второй эшелон. Дело было вот в чем, понимаете, мы создали сначала единство. И лично ваш покорный слуга, я решил пойти слева. Мы не признаем это самое, мы признаем сохранение СССР и так далее. Вот тогда Володя, задали 80-е годы. Я про 80-е, в 89-м году уже была угроза. Ты прекрасно знал, что я... 80-е... мой ответ короткий. Да. Я поздно примкнул в 89-м, 88-м. Этот вопрос, который ты задал, лучше всего, чем Добров, Мариногла, Танасогла, это эти люди, которые начинали. Мне кажется, что у вас встреча была с Мариногло и Добровым, именно тогда они начинали. Гагауз Халкы начинали. Здесь в Камрате? Да, здесь в Камрате началось это движение. Все начинали художники. А я примкнул потом к художникам, Мария Васильевна Маруневич и Курогла. 2 ученых только было, доктора исторических наук. Это Маруневич, Мария Васильевна и Курогла, больше не было. Но потом я 3-м примкнул. Но потом эти движения дискуссионные... Мы слились, наше единство, Чодырлунское, которым руководил я, оно называлось потом Берлит, мы переделали. Здесь был кружок, так называемый, за перестройку. Литературный кружок, который перерос в движение. И художники из Вулканешт назвали свое движение Ватан. Все эти 3 движения слились здесь, в Камрате, и назвали, и все получило название Гагауз Халкы. Короткий, ясный, четкий ответ. Возвращаясь к закону об особом правовом статусе, когда вы его предложили, получил ли он изначально, или когда его предложил Добров и опубликовал в своей газете «Гагауз Халкы», получил ли этот закон и эта идея поддержку широких масс? Хотя широких масс. Отрицательные всех широких масс. И с молдавской стороны отрицательные. Меня нагнали с трибуны, когда я начал. Вот опять молдавская земля, забирает нашу молдавскую землю. Это началось, я вам скажу, я их стараюсь понять, того же Машану. Когда он приехал сюда с автоматчиками, занял Камрат, я говорю, вы должны покинуть Камрат. Смотрите, какие слова он мне ответил. Не перебивайте меня, пожалуйста, я вас не перебивал. Дайте мне говорить. Господа, да, Константин Петрович, говорите. Смотрите, чем они руководствуются, какие мысли были. И Машану четко, на эмоциях. Это молдавская земля. Ты меня просишь, чтобы я покинул Молдову, Камрат это Молдова, вот такими мыслями были, и многие так думали. Если, значит, нам дают автономию, значит, мы забираем, как и Приднестровье, кусок. Поэтому долго пришлось, поэтому большинство. Приезжаем мы в Камрат, мы невозможно было в Камрате поговорить. Что у нас республика, Гагаузская республика, и 2 большие статьи в апреле месяце. Можете, 91 год, апреля месяца, только я вышел в парламент там с этим проектом, тут же через месяц Киндигелян дает заказ, значит, давайте против этого проекта. И меня снимает с председателя райисполкома за проект Гагаузия. И кому дает? Давайте, пусть Каракаш напишет об этом. Полный во всех газетах.
И кроме этого, у меня моя родина Болградский район, я с Украины. Нет, там тоже напечатаем, кто такой Таушанжи. У нас есть Гагаузская республика, а Молдова это соседняя страна. И вдруг нам предлагает компромисс. Что это за компромисс? И следующий Топозлу, вы представляете, ученые пишут. Топозлу, доктор исторических наук, он пишет огромные статьи тоже. То есть нам или убежать, или взять оружие, который потому что угрозы пошли. Второй ректор. Да. И в Чадарунге Терзи, Федор Терзи проводит митинг. Я Доброву говорю, значит, нас туда приглашают, нам не надо ехать туда, сейчас нас бросаете или камнями, или тогда мы пропали, мы и так прячемся. Нет, мы пойдем. Куда? И Терзи проводит этот митинг. Федор Терзи. А там еще Курогло. Международный авантюрист. Мы же дружим с Курогло, мы же друзья, соратники. И вдруг выходит Курогло к микрофону и говорит, вот эти авторы Таушанжи и Добров самолично выдали какой-то проект Гагауз, Ерит, Гагаузия. И ну понятно, вначале этот проект не восприняли. К моменту принятия этого закона об особом правовом статусе в парламенте, созрело ли общество к этому? 3 года надо было. 3 года, чтобы созрело это общество. Значит, во-первых, мы, и КГБ не разрешало, вы прекрасно знаете, мы не могли, у нас всего-то был год-два работать среди населения. Например, я работал с населением так. Я говорил, скажите, пожалуйста, сколько гагаузов в Чадарунге получили квартиры? Можно по пальцам пересчитать. Гагаузы, вот по сих пор в Меджи, да? Коренное население. Вот это доходило до людей. Почему мы, коренное население, которое пашет эту землю и так далее, и строит из самана свои норки маленькие, почему мы должны кому-то подчиняться? Мы строим все сами. Поэтому мы должны быть хозяевами этой земли. И решать. Да. И не камрадские круги, имелся в виду Арнаут, первый секретарь болгарин, и так далее. Не так называемая тузловская мафия, болгарская, должна решать нашу судьбу. Речь не идет абсолютно. Дело в том, что не надо путать тузловскую мафию. У нас тоже есть своя теперь уже гагаузская мафия, я не буду называть во главе с кем, хорошо? Вот. Речь не о них, речь о том, что при Бодюле гагаузами управлять должны были болгары. Вы сейчас затрагиваете я хочу дополнить. Он общими словами, Володя, сказал, а я хочу цифрами сейчас напомнить. Тогда нужно было сделать обоснование. А зачем нужна автономия? Историки по-своему обоснование делали, а я должен делать экономическое обоснование. Вы понимаете, Михаил, когда я начал считать и смотреть, тогда, в советское время, не только в Молдове, были города республиканского подчинения, которые получили то, что он говорит, на квартиры, многоэтажки, пятиэтажки строились. Именно где? Город Кагул, республиканского подчинения. Почему в Кагуле, в Камрате ничего не строится, в Чадарунге чуть-чуть строится? Потом я посмотрел из бюджета, был такой показатель тогда в советское время, налог с оборота. Смотрю, налог с оборота 2 раза больше идет с Чадарунги, с Камрата и Вулканевска, я посмотрел, общий бюджет, чем собственного бюджета. То есть мы больше вносим туда общий котел, а с этого котла именно гагаузское население предусматривалось отсутствие развития. Кто еще? Не потому, что там молдаване или... Значит, Бендеры получали и Бельс. Они города республиканского подчинения. Мы поставили вопрос о том, что идет дискриминация, экономическая гагаузов. И вот политическая, и языковая, и политическая, и экономическая. Но мы не имели массовой поддержки в народе. Вы понимаете? Вот почему сейчас такая ситуация в Гагаузии. Если бы у нас было время, я когда-то говорил и ему, и другим, вы понимаете, если бы мы боролись десятки лет за свою автономию или за свое государство, у нас родилось бы поколение борцов-революционеров. Пусть они немножко с вывихнутым мышлением, но они твердо убежденные люди в правоте. Нас было пару десятков вот таких вот патриотов. А широкой поддержки мы не имели. Мы тогда действительно допускали, и Костя допускал, он об этом не говорит, но мы были вынуждены говорить, что вот молдаване с румынами хотят нас покорить.
Мы шли на этот шаг, так мы объединили народ. А потом мы стали работать в народе, говоря, что гагаузы должны, сами пашут, сами должны кушать и так далее. И должен иметь университет, культуру, Михаил, язык. Володя, давай мы поговорим. А кто выиграл от этой автономии? Вы не знаете, что мы с Подожди, тобой, он еще мы не с тобой задал нам долги. этого Ты вопроса. послушай мое мнение. Он ведущий. Тебе не... Продолжайте. Я извиняюсь, Михаил. Меня волнует сегодняшний день. Мы с ним долгу. Мы долгу перед этим народом. Ну, это Даешь да. автономия. А кто выиграл? Я тебе как корреспонденту, как журналисту, Михаил, посоветовал бы. Независимые масс-медиа. Значит, не перебивайте меня, пожалуйста, как Не и буду. 25 Господин лет. профессор. Он активный, Да, я им да, прощаю. да. Значит, я бы хотел бы, как решать эти вопросы? Я много говорю, журналисты могут решить этот вопрос. Ведь власти не знают, что думает. А уж журналисту очень легко. Кто выиграл от автономии? Михаил, если бы ты прошелся бы по этим коридорам исполкома и спросил бы, что вам дала автономия, они скажут, вот так дала, конечно, у нас зарплата хорошая, мы, весь этот исполком, сидящий там, они скажут да. Если вы пройдетесь по Камрату или по Кирсово пройдетесь, не сановер для автономии. Люди скажут, а что она дала? Поэтому вопрос о том, что мы не достигли своей цели, мечта у нас. Хорошо, какова была цель? Цель была, что мы сейчас будем жить лучше. Я тоже обманулся. Я говорю, как будет автономия, мы будем жить лучше. Но мы не знали, что придут после нас вот эти, которые... Послушайте, мы же в любом случае живем... Мы шли к тому, чтобы самоуправляться и возродить свою культуру и язык. Но самоуправляться де-факто нету. Самоуправления нету де-факто. Ну почему? Есть Башкан, есть исполком, Де-юре оно есть, есть, де-юре есть, де-факто нет. Почему? Я не считаю, что точка возврата пройдена, не возврата. Она не пройдена. Просто мы столкнулись с чем? Мы столкнулись с государством, которое само сейчас не знает, что делать. Я не соглашусь с Владимиром, который говорит, что точка невозврата еще мы не прошли, то есть есть какие-то надежды. А я скажу, Владимир, тебе, как моему соратнику, и хочу телезрителям, Михаил, вам всем сказать, у меня сердце болит, и мне кажется, что мы уже потеряли. И мы потеряли самое главное, мы потеряли язык. Я думаю, что с потерей языка мы потеряем. На каком языке мы сейчас гагаузов говорим? больше не будет. Гагаузы не говорят на гагаузском. Это такая трагедия. Вы понимаете, если мы потеряем. В 2010 году, наверное, Михаил, ты, наверное, читал, в 2010 году ЮНЕСКО объявил, что Гагаузия входит, значит, в реестр исчезающих народов. Да, и вот это знает. Думаю, мы сделали для чего автономию и кому мы сделали автономию. Кто выиграл? Я отвечу, если зададите мне вопрос, кто выиграл от автономии. Вы задали вопрос, отвечайте. Выиграли люди, которые у власти. Они приходят в власть, вся эта команда с исполкомом вместе с Башканом, потом они уезжают жить в другую страну. Фармузал приехал со своими. Где Фармузал? Ты хорошо знаешь, какие квартиры он купил, где он живет. Все идут, поверьте, у них такие чувства. Я хочу стать богатым. Наверное, Башкан самый богатый. Я хочу в исполкоме быть. Я хочу туда. Понимаешь, получилось, что люди идут во власть, чтобы заработать. То есть автономия получилась рассадником для богатых людей. А простые люди, которые боролись за автономию, вы спросите, где наши люди? Они даже тарелку супа им не дают. Господин они остались ни с чем. Но и Тургенев, живя с Полиной Биардо во Франции, перед ним были лапти, маленькие лапти. Владимир, еще раз, я не могу как экономист смотреть на экономическое преступление. Я в своих мемуарах пишу, я скоро опубликую, правительство Молдовы вместе с правительством Гагаузии нанесли экономическое преступление против собственного народа. У нас все не раскрывайте скобки, почитаем это в ваших мемуарах, которые, я надеюсь, вы очень скоро опубликуете. Итак, господа, я благодарю вас за эту дискуссию. Благодарю вас за ваши ответы. Вы заметили, кто больше говорил? Вы предупреждали, что я буду говорить. Я молчал. Он Если бы у нас был хронометр, вы бы убедились в том, что и вы, и Константин Петрович говорили одинаково. Я благодарю вас за ваши ответы, за ваши мысли, за ваши воспоминания, которые были произнесены в этой студии.
Надеюсь, люди просветлятся, да, и просветятся в тех вопросах, которые до сих пор находились в неведении, и поймут и будут знать то, как ковалась та самая автономия, которой мы сегодня пользуемся. В любом случае, я считаю, что наличие автономии ничего плохого нам не принесло. В любом случае, это хороший инструмент для того, чтобы защищать гагаузский язык, гагаузскую культуру. По и скрипту развивать можно, авто- господин ведущий? По скриптам здесь, Одно слово. пожалуйста. Вопрос бы не решился, и молдаване его бы не решили, если бы не 3 миллиарда американских долларов, которые буквально 10 лет назад реструктурировали на 99 лет. Господин Капанжи, я понимаю, что вы поклонник конспирологических теорий. Ну, извините, но давайте реструктурировали. не будем их развивать здесь. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня в эту студию, поделились вашими мыслями. Благодарю вас за то, что вы были с нами сегодня и смотрели эту передачу. Приглашайте Оставайтесь еще. на информационном портале Нокта, и вы будете не только в курсе того, что происходит в Республике Молдова и Гагаузии, но вы также будете знать историю Гагаузии и Гагаузии. Оставайтесь с нами.